Это проект «Святыни России», в котором я, Антон Макарский. Красавица какая, а? И я, Виктория Макарская. Ничего подобного я еще не видела. Открываем для себя историю православных храмов и монастырей. Каждый раз мы узнаем что-то новое, подчас совершенно невероятное. То, во что обычному человеку очень сложно поверить. Это очередной выпуск нашего проекта, и сегодня вас ждет нечто поистине удивительное. Вущаулаты. Вущаулаты, да, здравствуйте. Мне был первый звонок. Сергей, мы тут нашли какие-то иконы, могли бы вы прийти? Я говорю, ничего себе, это такая величайшая святыня. Такая святыня просто должна быть здесь. Документ, который подтверждает, что с какого храма она была отдана, кем была отдана. Из Греции. Из Греции. Всем привет! Это снова мы, Антон И Виктория. Макарский, и мы приветствуем всех тех, кто смотрит проект «Святыни России», где мы путешествуем по разным регионам и рассказываем о святых местах, которые посетили. Мы с Антоном путешествуем вдвоем. Да, вдвоем, но порознь. Но порознь. Нам приходится ездить по регионам по одному, чтобы кто-то оставался с детишками. И когда мы возвращаемся, мы щедро делимся своими впечатлениями друг с другом. В этот раз снова впечатлять буду я. И должен сказать, что та поездка, в которой я побывал, отличается от всех, что у нас были. Как говорит моя дрожайшая супруга, никогда такого не было. Дело в том, что из-за огромных расстояний этого региона и, соответственно, долгих переездов и очень сложных погодных условий, я там побывал дважды. Один раз ранней осенью, а другой раз зимой. Получается, что ты мог насладиться природой региона в совершенно разных погодных условиях. Я уверена, что это совершенно разные впечатления. Ты даже не представляешь, насколько. Практически как день и ночь. Между прочим, это первая подсказка о том, где я побывал. Ну что, предлагаю не затягивать и начать просмотр. Готово? Полетели. Итак, моя поездка состоялась в самом начале сентября. Я еще тогда не знал, что закончится мое путешествие практически под занавес ноябрьских морозов. Чтобы объехать святые места этого региона, мне понадобилось гораздо больше времени, чем я ожидал. Сразу скажу, ранее бывать в этом регионе мне уже приходилось, но возможность по-настоящему познакомиться с ним появилась только сейчас. Такое ожидание, видимо, было неспроста, потому что именно сейчас здешняя православная жизнь претерпевает огромные изменения. Но об этом чуть позже. Для начала все же попробую растянуть интригу о том, куда же я прилетел. Что можно сказать об этом субъекте Российской Федерации? Поверьте, очень много всего. Начну с его размеров. Он в несколько раз превышает территории стран Европы. Например, Германия, одна из самых крупных стран Европы, меньше этого региона более чем в 2 раза. Здесь добывают нефть и практически 80% всего природного газа нашей страны. Немалая часть этого субъекта находится за полярным кругом, поэтому здесь довольно рано и надолго приходит зима. Часто уже в октябре выпадает снег и становится прохладно. Конечно же, здесь когда-то жили мамонты. Неподалеку от столицы региона этому древнему великану даже установили вот этот монумент. Самый крупный город этого региона не является его столицей, что в России встречается крайне редко. Зато столица находится прямо на полярном круге. Словом, не буду томить, я приехал в один из самых самобытных и неповторимых регионов нашей страны. Проект «Святыни России» добрался на север Западной Сибири. Мы на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе.
Итак, Ямало-Ненецкий автономный округ. Исконная земля коренных, малочисленных народов Севера. Ненцев, хантов и селькупов. Самые многочисленные из них – это ненцы. Они-то и дали этому округу имя. Ямал в переводе с ненецкого – это край земли. И надо сказать, это абсолютная правда. Здесь заканчивается континент. Дальше на север только ледяная гладь Карского моря, входящего в состав Северно-Ледовитого океана, и бескрайнее небо Арктики. Сегодня Ямал – это субъект Российской Федерации, где современный ритм жизни соседствует с размеренным традиционным укладом, а коренные народы сохраняют свой язык, культуру и исконные промыслы. Ямал – это удивительный контраст. Это место, где атомный ледокол и оленья упряжка могут встретиться в одной навигации. Время здесь измеряется не часами, а полярным днем и ночью. Зимой до соседнего города здесь можно доехать зачастую только по замерзшей реке, и это официальная дорога. А еще Ямал – это важнейший стратегический регион нашей страны. Как я уже сказал, здесь добывают 80% российского газа. Но что еще важнее, Ямал – это один из самых активно развивающихся православных центров Арктики. И, должен сказать, храмы на этой земле – это больше, чем просто места для молитвы. Это настоящие крепости, крепости духа в условиях невероятно сложного климата. Но обо всем по порядку. Отмотаем пленку немного назад. На тот момент, когда я только прибывал из Москвы на Ямальскую землю. Свое путешествие я, разумеется, начал со столицы региона, города Салехарда, который, видимо, решил меня сразу удивить и встретить не по-сибирски тепло и очень солнечно. 3 часа лету, я совсем на другой земле. И хотя пугали холодом, пока совсем не страшно. Да, свежесть в воздухе ощущается, но куртку доставать не буду. Прекрасная погода была не единственным подарком в моем путешествии по Ямалу. Оказалось, что день моего приезда совпал с празднованием Дня города. Салехарду исполнялось аж 430 лет. Недолго думая, я сразу же отправился в самую гущу праздничных событий. День рождения Салехарда, день города. Здесь концерт будет сегодня. Я не буду участвовать. Сегодня буду как зритель. Не успел я как следует осмотреться, как буквально сразу же ощутил на себе, что такое северное гостеприимство. А можно вам сделать подарок? Подарок? Да, местный салехардский. Спасибо большое, очень приятно. Побыть обычным зрителем у меня все же не получилось. Меня быстро взяли в оборот местные блогеры. Но я, конечно же, был только рад поздравить всех с общим для горожан праздником. Ждем города. Вас, пожалуйста, пожелания с Днем Пожелания, процветания вашему краю, вашему замечательному городу, преображения к лучшему. Того, что происходит в последние годы. Слово «преображение» еще не раз прозвучит в моем рассказе. Как я говорил, я уже бывал в Салехарде, но это было достаточно давно. И могу уверенно заявить, город за время моего отсутствия сильно преобразился. Повсюду новые жилые дома, зеленые насаждения, что очень важно для полярного города. Ощущение, что здесь стало больше людей, а в исторических районах столицы стало явно красочней и светлей. В Салехарде очень много огоньков, всяческой подсветки. И те дома, которые строятся в последние годы, окрашены в яркие цвета. Видимо, это следствие долгой зимы и полярных ночей. Побродив немного по уютным городским улицам, я добрался и до главной цели моей прогулки. Место, которое, я уверен, с недавнего времени притягивает к себе абсолютно каждого, кто приезжает в Салехард. Кто побывал на Ямале в последние несколько лет, конечно, уже понял, что я говорю о величественном храмовом комплексе Преображения Господня. Или, как его сегодня называют, православного сердца Ямала. Его освящение состоялось всего чуть более 2 лет назад. При этом главный собор Салехарда, который теперь является и кафедральным, это не только самое высокое здание в городе, но и самый большой собор во всей Арктике. Вот этот кафедральный собор произвел на меня невероятное впечатление.
Ну, ты знаешь, да, я не особо дружу ни с архитектурным делом, ни с инженерным, но тут вот это колоссальное сооружение в условиях вечной мерзлоты – это что-то невообразимое. И местные жители относятся к этому собору как к настоящему чуду. Я с ними абсолютно согласен. Преображенский собор Салехарда действительно настоящее инженерное чудо. Нам, жителям средней полосы, это может показаться преувеличением, но мы просто не понимаем особенностей северных широт. Здесь даже обычные девятиэтажки считаются небоскребами, потому что построить их на вечной мерзлоте – крайне затруднительное занятие. Так что увидеть за полярным кругом такое строение – это просто нечто из ряда вон выходящее. Ну а то, что когда-то здесь вообще решились на такой проект, да еще и смогли его осуществить, говорит об очень многом. Как минимум о том, что к православной вере здесь особое отношение. На площади храмового комплекса меня встречал лично губернатор Ямала Дмитрий Андреевич Артюхов. Преображение города напрямую связано с его рабочей деятельностью. По его словам, то, что главным современным достоянием столицы региона стал именно православный комплекс, это зримый итог многовекового пути тех, кто нес сюда Слово Божие, и тех, кто это слово слышал и сохранял. Сегодня вокруг нас красивый, ухоженный город, но даже сегодня здесь жить непросто. Все-таки это крайний север. Что уж говорить о тех первых людях, которые сюда приходили. Жить, работать здесь было очень тяжело. И, конечно, это можно было делать только с верой. Мы видим, как за эти века развился край, сколько здесь всего было сделано людьми. И это без веры точно не делается. Знаете, у нас вот рядом с нами этот замечательный монумент Архангел Михаил, и в основании есть несколько хороших цитат, и одна из них путешественника, известного путешественника по северу, и там написано, что на севере холодно, зимой солнца почти не видно, но солнцем стала человеческая душа. Люди сюда и теплом согревало людей в этих сложных условиях человеческое тепло, человеческая вера. Именно она стала, вот он говорит про православие, она стала вот тем солнцем, которое люди принесли с собой. Когда слышишь такие слова, понимаешь, на Ямале это не просто красивые речи, потому что им есть реальное отражение. Причем и сегодня тоже. Одно из них – это построенная в рамках храмового комплекса православная гимназия. Глядя на лица учащихся здесь детей, видишь, тепло веры здесь действительно живет. И это тепло есть кому передавать дальше. Количество желающих в эту школу поступить, она считается уже, хоть работает буквально один учебный год, уже лучшей в городе. Многие сюда хотят. И, конечно, атмосфера здесь, она очень особенная. Дети имеют возможность получать очень современное, качественное образование. При этом вот, по теплому переходу иметь возможность каждый день до учебы, после учебы, иметь возможность прийти на службу. Уникальное сочетание такое, особый дух здесь. И та работа, которую ведет церковь у нас, вклад нашей епархии, в целом Русской Православной Церкви, он очень значим. И мы, конечно, очень благодарны за эту созидательную работу, которую все ведут. Более подробно о Преображенском соборе мне рассказал управляющий Салехардской епархией архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Владыка поразил меня окончательно. Оказывается, этот величественный красавец возведен совсем не по классическим для севера инженерным канонам. Весь храмовый комплекс здесь стоит прямо на земле, а не на сваях. В условиях вечной мерзлоты, да еще и при таких масштабах, это точно настоящее чудо. Мерзлота, она предполагает особый подход в фундаментах. Тут и вы, наверное, заметили, если были в городе, что в основном дома такие на сваях стоят, как мы говорим, на курьих ножках, они такие оторванные. Почему? Потому что если здание стоит на земле, оно растепляет грунт, и грунт уже может не держать. Он имеет такое свойство, что держит пока замороженный. Но нам хотелось все-таки, чтобы храм стоял на земле. Привлекали даже тех людей, которые некогда участвовали в проектировании Останкинской башни. Сам храм, он принят так, как будто здесь уже давно служба была. Бывает, в новый храм заходишь, бывает даже вот, как-то вот, не совсем еще такая теплота чувствуется.
А здесь прям как-то необыкновенно. Всем сразу же так как бы по душе. Преображенский собор Салихарда изначально задумывался как архитектурная проповедь, рассказанная на двух языках. Верхний храм выдержан в византийском стиле, торжественном, с обилием света и пространства, каким строили храмы в Золотой век православной империи. А нижний храм совсем иной. Он выполнен в традициях русского церковного зодчества, с привычными нашему глазу формами, напоминающие древние псковские и новгородские церкви. Ну и, конечно же, такой собор наполнен самыми разными святынями. Сначала владыка показал мне святыни верхнего храма. Здесь особо выделены две иконы – древнеримскому великомученику Дмитрию Солунскому и святому отроку Василию Мангазейскому. Дмитрий Солунский известен тем, что его мощи веками источали мира, которое даже мусульмане собирали и считали целебным средством. А Василий Мангазейский – это первый святой Сибири, пострадавший здесь, на Ямальской земле. Поэтому его здесь почитают особо. Затем владыка Николай показал мне святыни Нижнего храма. Здесь их много, и владыка постарался рассказать мне о каждой. У нас на этой земле, конечно, особо почитаемая икона Божьей Матери – это Балатская. Это святыня, то есть как покровительница наша. Здесь державная икона Божьей Матери и одна из святынь, которая вот это здесь, это большой мощевик. Здесь мощи Киево-Печерских отцов и общих святых, таких как частица мощей святителя Николая, великомученицы Варвары, Георгия Победоносца. Вот эти вот мощи это были привезены, вот общие святых, да, с Кипра, с Кипрского монастыря. Среди святынь Нижнего храма была одна икона, на которую владыка Николай обратил мое внимание отдельно. Это был образ священномученика Петра Полянского. Это был особенный человек. После смерти патриарха Тихона в 1925 году именно он стал местоблюстителем Патриаршего престола, фактически главой Русской Православной Церкви. В конце 20-х годов митрополит Петр оказался здесь, на Ямале. Его отправили сюда в ссылку богоборческие советские власти. Священномученик Петр Полянский находился в ссылке здесь больше года в одном из поселений небольших на берегу Обской губы. Вот, поселение Х. Это же, во-первых, очень суровые условия. Сейчас и то мы можем сказать, да, человек совершает подвиг, живя там где-то там далеко, в таких сложных климатических условиях. И вот он, находясь там, он все равно не оставлял своей пасторской заботой русскую церковь. Он писал оттуда письма. Митрополита Петра богоборцы всячески пытались заставить отказаться от своего сана и полномочий, и даже обещали за это полную свободу. Но он, несмотря на угрозу собственной жизни, сделать это наотрез отказался. Он провел в заключении больше 11 лет, и в итоге в 1937 году местоблюститель Патриаршего престола был расстрелян. К лику святых его причислили на Архиерейском соборе в 1997 году. О, ветерок. После службы владыка Николай предложил подняться на смотровую площадку собора. Оттуда, с высоты, Салихард открывается как на ладони. Современные кварталы, изгибы Оби, бескрайняя тундра за горизонтом. Кажется, что этот город – дитя нефтегазовой эпохи, что все здесь началось лет 50 назад. Но на самом деле история этих мест уходит в глубину на целое тысячелетие. Первое документальное упоминание о Ямале появляется очень давно, аж в XI веке, то есть 1000 лет назад. Нам сегодня это очень сложно представить, но тогда территория Ямала входила в волости, подданные Великого Новгорода. А до Великого Новгорода отсюда больше 2000 километров. Уму непостижимо. В те далекие века эти земли называли волостью Югра. Сюда ходили новгородские купцы за пушниной, а вместе с ними приходили и первые православные миссионеры. Но по-настоящему христианство укоренилось здесь позже, на рубеже XVI-XVII веков, когда на севере Западной Сибири появились первые русские города-остроги.
Самый знаменитый из них – Мангазея Златокипящая, столица сибирской пушнины. Именно там, в Мангазее, был построен первый храм за полярным кругом. В самом конце XVI века возник и Абдорский острог. С него, собственно, и начинается сегодняшний Салехард. Впоследствии здесь тоже была построена церковь. Так что русская православная цивилизация на этих землях была с самых давних времен. Причем Ямал вовсе не считался на Руси окраиной. Сегодня об этом очень подробно рассказывают в православном музее Салехарда. Собственно говоря, Абдорск – это, по большому счету, продолжение Мангазеи, то есть это таможенный пост. Мангазея не зря звалась Златокипящей. Почему Златокипящая? Вот археологические раскопки показывают, что в Мангазее все новинки европейские, там, будь то современное европейское оружие, там, какие-то предметы быта, там, ювелирные украшения, здесь появлялось все одновременно с Москвой. То есть город рос, люди женились, создавали семьи и так далее. И это немножечко вот развеивает такие, предрассудки о тех временах, что здесь были только временщики, что здесь, как говорится, не создавались семьи, что здесь православной жизни не было. Была здесь православная жизнь, и строились церкви. Наверняка у многих может возникнуть вопрос о том, как же складывались отношения православных жителей городов-острогов с коренными народами Ямала, которые, как известно, издревле исповедовали язычество. Ответ на этот вопрос хранится в исторических документах, из которых следует, что отношение к местным племенам здесь было крайне деликатным. 1620 год, если мы так посмотрим, да, учреждается вот через 20 лет после основания Мангазеи Тобольская епархия. Вот, и первый же архиепископ, епископ Тобольский Киприан, получает наказ и полномочия от государя защищать местное население от произвола его же царевых людей. То есть, с современной точки зрения, это какой-то аналог таких прокурорских полномочий, надзирать за деятельностью казачьих старшин, воевод и так далее, чтобы они не притесняли не только крещенных, то есть русских исконных православных, да, чтобы они не задирали новообращенных, больше того, чтобы они защищали и даже язычников тоже. Эта традиция – жить рядом, уважая выбор соседа, сохранилась на Ямале до сих пор. Сегодня в тундре живут тысячи оленеводов. Многие из них очень тесно взаимодействуют с епархией. И об этом я точно должен рассказать. Так что пришло время познакомиться с местными коренными народами поближе. Едем в село Аксарка. Как гласит неписанное правило, если хочешь увидеть настоящий уклад жизни коренных народов, нужно уехать из столицы подальше, туда, где кончаются дороги и открывается вид на тундру. Село Аксарка для этого подходит идеально. Оно находится в 60 километрах восточнее Салехарда, и там мы точно найдем то, что ищем. Приехав в село, я в прямом смысле попал, что называется, с корабля на бал. Вот так вот нас встретили в Аксарке. По-моему, нигде до этого в нашей программе меня так не встречали. В это небольшое село я приехал, чтобы встретиться с детьми кочевников Крайнего Севера. Здравствуйте. Вущаолаты. Как? Вущаолаты. Вущаолаты. Да. Это здравствуйте. Добро пожаловать в наш интернат семейного типа. Вущаолаты. Вущаолаты, да. Здравствуйте. На Ямале самый высокий процент коренного населения в России, которое живет традиционными промыслами. Так вот, многие оленеводы и рыбаки очень часто в течение года оставляют своих детей в школах-интернатах, потому что невозможно кочевать по тундре и одновременно возить ребенка на учебу в школу. Родители им привозят сюда мясо. У нас в интернате есть все условия. Захотели мясо, стружку сделали мясную, поели, чай попили. А сами рыбу ловить умеете? Очень много. Ого, а меня Кого научите? ловите, скажите? Хариус вот они ловят. Дети приезжают в интернат осенью и возвращаются в стойбище только на каникулы. И пока они находятся в интернате, с ними ведут просветительскую работу наши священники. В Аксарке, в местном храме, мы встретились с отцом Алексием, который рассказал нам об этой особенности взаимодействия церкви с коренными народами Ямала.
Мы, священнослужители, по возможности, по согласованию, такие посещения осуществляем. То есть общение с детьми, какие-то лекции, беседы. По возможности, конечно, при желании, это участие в богослужении. А родители только там? Они только там, да. И на лето детишки возвращаются к своим родителям. Туда? Конечно, да. Кто-то, бывает, возвращается в тундру, кто-то учится дальше. Ну, здесь каждый волен выбирать. Еще глубже окунуться в удивительный мир кочевых народов Севера можно в этнокомплексе под открытым небом в поселке Горнокнязевск. Всего 20 минут езды от столицы, и ты попадаешь в настоящий мир тундры. Здесь все по-настоящему. Чумы, нарты, запах дыма, запах меха. Можно зайти в жилище, попробовать угощение, подержать в руках щучью кожу и даже почувствовать себя кочевником. Я считал, что я всегда худой. Ничего, жена, значит, хорошо кормит. О, видите, комплимент Викуль. Да. Должен сказать, что в этнопарках Ямала не играют в северную экзотику. Здесь бережно хранят то, чем веками жили местные народы. Это все не музейные экспонаты, а живая культура, которую передают из поколения в поколение. Но скажу честно, я думал, что знал, что я здесь увижу. Однако меня ждал сюрприз. Причем такой, который в этом месте никак не ожидаешь. Вик, я вот тебя хочу спросить. Какие ассоциации у тебя возникают, когда речь заходит о северных народах, которые живут в своих национальных жилищах, в чумах, далеко в тундре? Олени, бубны, шаманы, язычество. Все правильно, но я тебя удивлю. Там, на Ямале, в чуме, я увидел православные иконы. Иконы? Да, иконы обязательно, ведь со времен князей началась христианизация местных туземцев. Ханты стали более православными, и сейчас даже и немцы православные имеют икону Божьей Матери обязательно, Николая Чудотворца, Иисуса Христа. Такие иконы могли обязательно стоять в каждом чуме. Так что это всегда. Слава тебе, Боже, слава тебе. Раньше, например, не имея икон, ликов святых, например, то могли вот на такой шторочке вышивать кресты. Это как раз символизировало например, православной семье. Сама я воспитывалась в ненецкой семье. Тоже у мамы были иконы. И я сама даже помню, крещение получила покрестилась где-то в 10 лет. Для меня это такое радостное событие было. И дети у меня все крещенные. Да. Конечно, узнать такое о Крайнем Севере было очень радостно. А для многих, как, например, для моей жены, да, честно говоря, и для меня тоже, еще и весьма неожиданно. Какое-то время я еще пробыл в этнокомплексе. Было очень интересно знакомиться с особенностями культуры коренных народов Ямала, но, как говорится, пора было и честь знать. Надо было отправляться дальше. В моем путевом листе остался еще один объект, который мне обязательно надо было посетить в Салехарде, что я в итоге и сделал. Храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, старейший из сохранившихся храмов на Ямале. Он был освящен в 1894 году. Сегодня в нем хранятся уникальные иконы, обнаруженные в Салехарде совсем недавно. Храм святых апостолов Петра и Павла имеет очень богатую историю. Долгое время он был главным и единственным храмом столицы Ямала. Эта церковь была возведена в конце XIX века. Ее строительство доверили опытному немецкому архитектору Готлибу Цинке, который долгие годы жил в Тобольске и построил там более 40 храмов. С выбором не прогадали. Храм надежно стоит на вечной мерзлоте вот уже 132 года. Все самые старинные иконы Салехарда хранятся именно здесь. Главная святыня – это икона святителя Николая Чудотворца, которой прихожане дали имя Ямальское. Как нам пояснил настоятель храма отец Тимофей, к этому святому у ямальцев особое отношение. С ним связано очень много самых разных, подчас необъяснимых историй. Мы, священники,
Ямала очень часто ездим в миссионерские поездки по разным стойбищам, в поселения, большие, маленькие поселки. Иногда, да, местные жители свидетельствуют, вот кто-то ехал на снегоходе, снегоход заглох, некому помочь, обратиться некому, связь не работает, вдруг появляется человек, седой дедушка, и показывает дорогу к ближайшему поселению. И потом вот они приходят в храм и узнают в этом старце святителя Николая. Икона святителя Николая Чудотворца Ямальская долгое время считалась утерянной. Сюда на Ямал богоборческая власть, как известно, добралась тоже. И в епархии полагали, что святыня была поругана в эпоху гонений. Но все оказалось иначе. Реликвию сохранили. И не кто-нибудь, а оленеводы-тундровики. Все эти годы святой образ путешествовал с ними по бескрайним просторам Крайнего Севера. Она была тайно вывезена из храма благочестивыми людьми. Они бережно хранили эту икону и всегда брали ее с собой во время путешествий по тундре. И это был, можно сказать, их ангел-хранитель. В одно время они решили вернуть икону на место. А может быть, и святитель Николай так решил. Раз духовная жизнь в Салихарде начала возрождаться, на Ямале начала возрождаться, святитель Николай решил вернуть свою икону в храм Петра и Павла. И вот в 2014 году икона была возвращена. В тот же год случилась история еще одного чудесного обретения, причем сразу 5 икон, которые также были утрачены в революционные богоборческие годы. Они были найдены при реставрации старинной усадьбы купца Матвея Терентьева. 3 из них – иконы Господа Вседержителя, Пресвятой Богородицы и святителя Николая – после реставрации вернулись в родной храм Петра и Павла. А еще 2 остались на хранении в той самой усадьбе, где были обретены. И я, конечно же, отправился туда, чтобы узнать подробности этой истории. В усадьбе меня встретил отец Сергий. Как оказалось, он лично присутствовал в тот момент, когда рабочие, разбирая стены, наткнулись на старинные образы. Рассказывал он об этом событии, конечно, с большим воодушевлением. Мне был первый звонок. Сергей, мы тут нашли какие-то иконы, могли бы вы прийти? Я такой взял быстро фотоаппарат, все, прибегая сюда. Я говорю, ничего себе, это такая величайшая святыня. Звоню владыке, владыка, тут найдены иконы, представляете? Бульдозером не разбили стены, просто вот как-то вот начали отковыривать вот эту всю внутрянку, вот, и нашли образа. Как рассказал отец Сергий, эти иконы находились в оконных проемах, и все они были прибиты гвоздями, ликами к стене. Кто это сделал и по какой причине, неизвестно. Может, это был акт кощунства, а может, кто-то таким образом пытался спрятать святыни от богоборцев. В любом случае, то, что они сохранились до наших дней, уже можно считать чудом. Особенно если учесть, какие условия они смогли пережить. Представим, осадки, дождь, снег, мороз, это все капает, это все льется. И, естественно, найти в более-менее адекватном состоянии лики, изображения, сохранившиеся до такого долгий промежуток времени, ну, для нас это было действительно чудо Божие. Знаете, когда ты к какому-то историческому событию вот, имеешь сопричастность, это отлагается в сердце. Наше осеннее пребывание в столице Ямало-Ненецкого округа завершилось. Дальше нас ждет путешествие зимнее. Вылетаем во 2-й по значимости городской округ Ямала, который находится в 600 километрах от Салихарда. Сейчас мы отправляемся дальше, в еще один город Ямало-Ненецкого округа, который, между прочим, больше местной столицы – Салихарда. Там живет почти половина всего населения региона. И это в самом сердце тундры. Город молодой, энергичный и с таким же крепким северным характером. Мы едем в Новый Уренгой. В отличие от древних северных городов, история Нового Уренгоя не уходит вглубь веков. Не так давно ему исполнилось всего 50 лет. Он родился в Советском Союзе вместе с открытием крупнейших газовых месторождений.
Специалисты разных областей съезжались сюда со всей страны. В тяжелейших условиях вечной мерзлоты они прокладывали дороги, возводили первые дома, а затем и полноценный город, который со временем обрел собственный характер и традиции. Сегодня Новый Уренгой по праву называют газовой столицей России. Именно отсюда начинается путь огромных энергетических потоков, питающих нашу страну и страны дальнего зарубежья. Есть в Новом Уренгое и своя история православия. Эта история совсем молодая, но при этом очень показательная. Город появился в советское время, и, конечно, долгие годы здесь не было ни церквей, ни приходов. Но новоуренгойцы храм хотели. Коммунизм им так и не заменил Христа. Первые богослужения в Новом Уренгое состоялись в конце 1980-х годов. Причем это было не в храме, а в обычной квартире. Люди собирались вместе, расставляли иконы и читали молитвы. Именно так начиналась история православной жизни этого города. Сегодня в городе два православных храма. Первый из них в честь Серафима Саровского. Часто этот храм еще называют Уренгойским чудом. Прозвали его так не только за красивый вид в традициях русского деревянного зодчества. Дело в том, что построен он был самими горожанами, причем в рекордно короткие сроки, фактически за 7 недель. В феврале 1997 года храм Георгия Победоносца, который был здесь, первый самый храм, он был построен из вагончиков, и отопление там было электрическое, то есть стояли просто обогреватели. Вот, случилось короткое замыкание, и храм сгорел. Это, конечно, очень сильно всех опечалило, потому что это было уже преддверие Великого Поста, и это был единственный храм для всего города. Тем более, вы помните, 1997 год, это как раз такое второе рождение, наверное, православия у нас в стране, потому что люди после многих лет атеистического такого безбожия, запретов на религию, они, наконец, могли свободно ходить в храмы, участвовать в таинствах. И тогда за несколько дней, ни недель, ни месяцев, за несколько дней были собраны средства, и за Великий пост был построен вот этот храм. И Пасху уже совершали в этом храме в 1997 году. С 2015 года звание главного храма города храм Серафима Саровского передал Богоявленскому собору. Его появление город ждал с нетерпением, поскольку старый храм давно перестал вмещать на службы всех желающих. На праздники Богоявленский собор способен вместить 650 человек. Конечно, для растущего молодого города и этого уже недостаточно. Но у меня есть одна новость, которую я приберег до этого момента. Ее я узнал еще в Салехарде, когда общался с губернатором Ямала. У нас очень такое благое дело запланировано. Я чувствую от прихожан, от всех жителей желание построить новый храм. И мы сейчас ищем всем, как говорится, всем миром, ищем возможности. И вот у нас выбрано очень красивое место. Мы получили благословение нашего патриарха. Храм задуман достаточно в современном стиле. Это, конечно, интересный для всех вызов, для архитекторов, для строителей. Но вот газовая столица России получит новый духовный центр. Надеюсь, все задуманное осуществится уже в скором времени. Ну а мне пора двигаться дальше. В моем путешествии осталось всего 3 пункта. И так вышло, что каждый из них связан с Николаем Чудотворцем. Все-таки на севере очень почитают этого святого. Расстояние и просторы здесь колоссальные, а, как известно, святитель Николай – покровитель всех странствующих. Видимо, именно поэтому его здесь так любят. Следующим на моем пути был небольшой городок Тарко-Сале. Он также был основан во времена СССР, и, как и в Новом Уренгое, его жители, несмотря на то, что родились и жили в атеистическом государстве, также хотели, чтобы в их городе был большой православный храм. И он появился. Вместо маленькой церквушки, в которой помещалось всего несколько человек, построили новый в честь Николая Чудотворца. Хорошо помню, это был 2004 год, 19 декабря, День святителя Николая. У нас была первая служба в этом храме, и для нас это вообще было очень
Помню, вот прихожане, кто прям очень это радовались, так это, такой храм, то есть столько лет в этом маленьком уютились храме, там уже места не хватало, на Пасху, помню, придешь, вообще вот так вот стоишь, как это, зажимают тебя там, даже батюшки покадить просто храм было, это на Пасху, Рождество было вообще, нереально, то есть люди прям забивались, а тут пришли и большой такой красивый храм. Очень радостная история. В Тарко-Сале, в глубине крайнего севера, вдали от больших городов и большой цивилизации, люди жаждали вовсе не этой самой цивилизации и ее соблазнов, а веры Христовой. Именно благодаря прихожанам в храме появились и свои святыни, иконы с мощами угодников Божьих. Возможно, для кого-то, кто, к примеру, из Центральной России, где много древних соборов и монастырей, новые писанные иконы могут показаться чем-то привычным или не слишком впечатляющим. Но для здешних прихожан все совсем иначе. Эти иконы они привозили сами, через долгие дороги и хлопоты. Оттого и отношение к ним особое. Икона нашего сибирского святого, святителя Дмитрия Тобольского. И вот когда нам икону эту привезли из Тобольска, она написана в Тобольской духовной семинарии, иконописной школы, нам сразу и вот дали мощи. Это были первые мощи, которые вот у нас появились. Потом появился у нас Федор Томский. У нас есть прихожане из Томска, которые приезжают в дар нашему храму, преподнесли икону с мощами Федора Томского. Наша прихожанка постоянная, Ксения, она ездит в Долматово, в монастырь к Долмату-Исетскому, каждый год у нее как паломничество. Там она заказала икону, и когда уже икона была закончена, то наместник монастыря Долматского, он вот благословил туда и мощи, да, частицу мощей. Неподалеку от Тарко-Сале есть город Губкинский. По северным меркам эти населенные пункты фактически близкие соседи. Их разделяет всего около 100 километров. В этот городок я отправился для того, чтобы рассказать историю одного батюшки, который был непосредственным свидетелем и участником зарождения православного уклада в этих суровых местах и по-настоящему особого стремления ямальцев к жизни во Христе. Отец Валерий, настоятель храма святого Николая, приехал в Губкинский почти 30 лет назад. Его направили сюда из Тобольска, исполняя настойчивую просьбу местных жителей прислать священника, что для тех времен было делом почти невозможным. На тот период времени у нас даже самые крупные города, такие как Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, имели всего лишь по одному священнику. А вот эти вот все вот эти отдаленные поселки, они, вообще не знаю, на что они рассчитывали. То есть там в городах не хватало духовенства. И для того, чтобы владыка отреагировал и услышал, и отправил сюда священника, понадобилось очень такое настойчивое, понимаете, прошение. Когда я сюда прибыл, мне было необходимо окормлять фактически весь Пуровский район. Подчас я дома просто не находился. Я не знаю, каким образом меня выдержала супруга. А учитывая, что транспортные артерии, они были не такими благоустроенными, как сейчас. То есть для того, чтобы мне до Тарко-Сале добраться, этой дороги, по которой вы путешествовали, сейчас не было. И там в качестве преграды еще возникала река. Туда ехать часов 5, потому что это нужно было все месторождения объехать. Еще возле реки ты мог посидеть и подождать. И когда ты все-таки попадал, в этот населенный пункт, ты видел тех людей, которые, понимаете, все свое время, все свое желание они отобразили в этом приветствии. Ты видишь, что тебя здесь ждут. Когда тебя встречали в таких местах, ты понимал, что ты нужен. И только лишь это тебя спасало, что ты все правильно, ты на верном пути. На этих кадрах, как говорит сам отец Валерий, его и не узнать. Молодой, энергичный священник. Но несмотря на молодость и на то, что он был полон сил, ему все же было очень непросто. Хотя сложности для его пасторского служения все-таки были приятными.
Помню, я заканчиваю вечернее богослужение, обращаюсь к людям, говорю: братья и сестры, вечернее богослужение закончено. Остаются те только, кто готовится к исповеди и причастию. И делаю легкий оборот в сторону алтаря, но краем глаза вижу, что там никаких изменений не происходит. Вот эта вся вот многочисленная, да, масса людей, которая пребывала в храме, она просто стоит. Остаются все. Да, стоит, непоколебимо стоит. Я помню, мне тогда исповедь до 2 ночи шла, до 2 ночи. Церковь Святого Николая в Губкинском сегодня входит в число самых красивых храмов Ямала. Его внутреннее убранство расписывали специально приглашенные палехские мастера. Мечта местных жителей сбылась. Православная жизнь теперь здесь не просто есть, она цветет. И цветет в полную силу. Следующая остановка – город Надым. Город с очень интересной судьбой. Название, кстати, тоже интересное. По одной из версий, Надым переводится как «место дымов». Когда-то там стояли чумы, над которыми поднимался дым от очагов. Ну а сейчас там поднимается пар от газовых установок и огни Большого Севера. Итак, город Надым. Второй по величине город Ямала. Стоит Надым на одноименной реке среди тундровых просторов. Надым старше Нового Уренгоя всего на несколько лет и тоже является колыбелью газовой отрасли России. Поэтому в городе установлено немало памятников археологам, строителям и первопроходцам Севера. Главный храм Надыма, как вы помните, тоже посвящен Святому Николаю. Это, кстати, был первый храм, возведенный на Ямале в постсоветское время, и первый храм Ямала, освященный патриархом Русской Православной Церкви. Несмотря на то, что Надым находится действительно в далекой тундре, в его храме есть очень большая святыня – частица мощей Николая Чудотворца. Храму ее подарили прихожане, что, как мы уже поняли, для Севера обычное дело. Храм Никольский, и такая святыня просто должна быть здесь. У некоторых прихожан возникла возможность, чтобы им через, скажем так, через цепочку с каких-то рукопожатий, через священника из Греции была передана частица мощей. Она имеет, конечно же, тоже документ, который подтверждает, что с какого храма она была отдана, кем была отдана. И святыня у нас теперь такая есть, которая была выставлена впервые в прошлом году. Конечно, такая реликвия здесь, в Надыме, стала для многих не только утешением, но и сюрпризом. Долгое время местные верующие не могли поверить в то, что в их городе окажется столь значимая святыня. Но это уже свершившийся факт. И теперь, как говорит батюшка, прихожан в этом храме наверняка станет еще больше. Возникали вопросы, бывало, у прихожан, а на какое время привезли? Это наше. Это теперь у нас. Это теперь у нас. Это теперь с нами. Или мы с ним, не знаю, как правильно сказать, но мы вот на приходе Николая Чудотворца, и такая святыня есть у нас. Вот так, собственно, завершилось мое путешествие. В Надыме мы пробыли недолго, уезжали в ночь, и Ямал напоследок решил подарить нам прощальный подарок. Небо вдруг вспыхнуло зелеными цветами. Над дорогой, словно благодатный свет, разлилось северное сияние. В минус 30, в полной тишине, на огромном бескрайнем пространстве ночной тундры это выглядело настоящим чудом. Просто увидели на дороге. Это очень красиво. О, переливается прямо, смотри. Стоя под этим сияющим небом, вспомнились слова псалмопевца: «Небеса проповедуют славу Божию». И в этот момент начинаешь понимать жителей Крайнего Севера. Они живут под этим небом всю свою жизнь. И каждый их день – это предстояние перед чудом. Наверное, именно поэтому вера здесь, на Ямале, такая глубокая и такая настоящая.
Ну, вот и все. Вот такое путешествие из 2 частей на этот раз у меня получилось. Как тебе? Понравилось? Невероятно интересно. Особенно понравился собор. Это что-то потрясающее. Как это построили. Ну и еще, конечно, очень удивили иконы в чуме. Да. А я еще раз хочу сказать, что просто восхищаюсь той миссионерской работой, которая там происходит. Ведь батюшкам там очень сложно приходится. Из-за огромных расстояний они вынуждены путешествовать. Причем и на оленях, и на лодках, и на вертолетах, и даже на лыжах. Исповедь может проходить до глубокой ночи. Священники могут застрять из-за непогоды на несколько недель в селениях. Это действительно невероятное служение, которое требует самоотречения и колоссальной крепости духа. Так что я искренне считаю, что самое настоящее чудо и самая большая святыня Ямала – это люди, которые там живут, которые строят, созидают и благодаря которым эта земля процветает. Уезжая домой, я вдруг поймал себя еще на одной мысли. Мысли о том, что вот таких путешествий в дальние регионы нашей страны мне все-таки иногда не хватает. За ежедневной суетой дома часто теряешь связь с чем-то самым главным. А здесь, на огромных просторах, в безмолвной тишине, это главное становится осязаемым. В этом вся соль Ямала. И в этом его сила. Эта поездка по Ямалу стала для меня настоящим открытием. Казалось бы, край суровый, холодный, но столько тепла и веры хранят его люди и храмы. В каждом городе своя история, своя святыня, свой неповторимый путь к Богу. И несмотря на погоду, огромные расстояния и некую скупость, но несомненную аутентичность пейзажей, точно не откажусь при случае вернуться сюда снова, чтобы снова ощутить силу, масштаб и умиротворение этих мест. Это святыня России. Едем дальше!